посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал те причины, по которым ваш джума намаз и наш джума намаз является действительно принятым возле Аллаха. Какие же это причины? Тот человек, который в полноценной форме дома совершает амаль, затем направляется на джума намаз, приходит в мечеть, слушает вааза насихат, ни с кем не разговаривает. Посмотрите хадис пророка, алейхиссалату вассалям, приходит в мечеть на джамаат намаз, садится, слушает, ни с кем не разговаривает. Значит, для того, чтобы наш джума был полноценным, условие, чтобы мы пришли в мечеть, и чтобы мы в мечети, в доме Аллаха, ни с кем не разговаривали, не общались на мирские дела, обсуждения, что туда пошел, сюда пошел, почем купил, почем продал. Эти вещи мы в мечети не разговариваем, дорогие братья, потому что причиной, значит, это является причиной, чтобы наш джума не был полноценным. А я вам скажу страшнее этого. Те люди, которые говорят, что мы любим пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А кто из нас не говорит, что он любит пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Все же говорим, что мы любим посланника Аллаха. Ради посланника Аллаха мы пожертвуем своей душой. А если ты так сильно любишь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то каково же твое уважение к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Когда перед тобой читаются речь, слова, хадисы пророка, алейхиссалату вассалям, ты не слушаешь речь твоего любимца Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, отвлекайся на свою речь, на свои разговоры. Это что ли, значит, признак того, что ты любишь пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Это что ли является признаком того, что ты любишь пророка? Тебе читают хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а ты разговариваешь. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, асхабам делал вааза насихат, асхабы все сидели отпущенными головами. Никто из них не шевелился. Никто из них не разговаривал. Никто из них пристально даже в лицо пророка, алейхиссалату